Второй год подряд Молдовский институт Лейпциг организовывает осеннюю школу журналиста для сотрудников СМИ из Гагаузии и Тараклии. На протяжении одной недели 8 журналистов побывали в редакциях разных средств массовой информации Германии. Конференция Европейского центра по вопросам свободы СМИ стала отправной точкой программы знакомства с вопросами и проблемами СМИ. Доклады референтов по международным отношениям ведущих журналистов известных изданий из разных стран были представлены на конференции. Осенняя школа журналиста включает в себя и проведение практических семинаров и медиатренингов. О методах, принципах и вызовах современной онлайн-журналистики участникам школы рассказал научный сотрудник института Лейпциг Йоханнес Герснер. Об аспектах европейской интеграции и освещении в СМИ политики Европейского Союза рассказали в редакции журнала «Нитро». Лучшие материалы журналистов о проблемах в обществе и СМИ издаются раз в квартал. О финансовой, редакционной политике и эффективном продвижении журнала рассказала ее издатель Беттина Шелан-Кламмел. Беседа с Тамир Эргюн Якаджи, директором турецкого радио «Метрополь», позволила узнать о возможностях функционирования аудиовизуальных СМИ на языках национальных меньшинств. «Метрополь» – радио этнических турков и курдов, в основном мигрантов из Турции, на протяжении 15 лет является единственным поставщиком информации на турецком языке. Ежедневная газета «ТАЦ» – одно из самых популярных изданий немецкой прессы. Издание является независимым, экономически самостоятельным предприятием. О том, как удается оставаться дискуссионной трибуной различных групп общества и отображать актуальные события Германии и других стран, журналистам рассказала один из обозревателей газеты «ТАЦ» Барбара Эртель. Встреча с представителями НПО Германии позволила журналистам узнать больше о проектах, доступных для немецких общественных организаций и формах сотрудничества их с исполнительными органами власти, разными министерствами Германии и их департаментами. Дискуссии о политиках, проводимых Европейским Союзом, и их продвижении рассказала Катрин Бёткер, директор Института европейской политики. Представитель немецкого общества внешней политики Сара Пагуа хорошо знакома отношениями Молдовы и ЕС. О том, как формируется объективная информация о политической ситуации в Молдове, как подбираются эксперты для проведения анализа событий и сделанных политических заявлений, и какой представляется Молдова европейским экспертам, интересовали журналисты, участники осенней школы. В Германии, где хорошо развита деятельность общественных организаций, создаются сети НПО, которые, кооперируясь, инициируют идеи сотрудничества общества и СМИ. Эбрут Аждемир и ее коллеги занимаются изучением контента немецких СМИ, представляющих информацию об этнических меньшинствах и мигрантах, проживающих в Германии. Мигранты – тема, которая приобрела в ЕС и в Германии, в частности, особую актуальность. Этой теме посвящены информационные сообщения немецких СМИ, ее обсуждение в гражданском обществе стало приоритетным. Проект «Русскоязычные журналисты в качестве посредников европейских ценностей» реализован командой Молдовский институт Лейпциг Мариной Думбрава и Алиной Тофан под руководством вице-президента Молдовский институт Лейпциг Василия Думбрава. Побывав в Германии, я поняла, что это такая страна, в которой можно поучиться многому. Как представителю Молдовы, так и других стран. Это очень развитая страна, где развита инфраструктура, где граждане социально защищены, где очень многому может научиться даже такой журналист из Молдовы, как я. Мы видели, как работают их средства массовой информации. Я поняла большую разницу, конечно, между нашей работой и работой СМИ в Германии. Там больше средств выделяется развитию СМИ. У нас пока этого нет. Журналисты стараются работать качественно, независимо, непредвзято, освещать темы, которые имеют мировую значимость. Мы видели, насколько красивы города в Германии. Это Берлин, Веймар, Лейпциг. Каждый из них уникален по-своему. Привезла уйму ощущений и многое буду внедрять в своей профессии. Мне посчастливилось уже второй раз побывать в Германии по программе Молдовский институт Лейпциг. Сказать, что мне понравилось, это, наверное, ничего не сказать, потому что Германия – это новая, для меня это новая страна. Я узнала очень много нового и об устройстве страны, о территориальном разделении, может быть, о менталитете людей. Что еще? В этом году, наверное, мне понравилось больше. Программа была намного интереснее. Больше всего мне понравилось, что мы были в Институте европейских политик, где мы действительно по-новому взглянули на работу европейских структур, организаций, которые даже работают здесь у нас в Молдове. Мы понимаем, что нужно работать, мы должны сотрудничать, чтобы
привнести вот какой-то европейский порядок, наверное, у нас в стране, потому что они могут послужить для нас примером. В ходе наших во всех мероприятиях мы посетили журнал «Нитро». Для меня, как редактора газеты, представилось очень интересным посетить журнал. Удивило то, что они не сталкиваются с финансовыми проблемами. То есть журнал очень дорогой, его печать, его издательство. Несмотря на то, что он выходит раз в квартал, но тем не менее люди спокойно работают, то есть не похоже немножко на нашу работу, там, где все время кипит, что-то все время мы в последний момент что-то делаем. Но на контрасте мы посетили и газету ТАЦ, где это ежедневная газета, где действительно работа кипит, там, не знаю, десятки отделов, где люди просто швыряют все эти бумаги, пишут, спешат куда-то, спешат к выпуску. То есть вот такой контраст показал то, насколько немцы могут работать спокойно и в удовольствие, и как они работают в то же удовольствие, но в такой вот большой спешке и ночью, и днем, и шикарно. Мы для себя и для себя как редактора газеты я много чего вынесла. Я думаю, что многое из того, что мы видели там, мы применим на практике, постараемся, по крайней мере, как-то перенять что-то и обязательно отразить на страницах нашей газеты. У нас в редакции поехали 4 человека, участвовали в данном проекте. И хочу сказать, что для нас это была очень важная поездка, так как мы молодая команда, которая год работаем на нашем портале, и хотели бы узнать, как работают наши коллеги в Европе. И нам это удалось, в частности, побывать в Берлине, в Лейпциге, где узнали, как работают журналисты турецкой радиостанции в Берлине, как работают журналисты общественного канала Берлина, Германии. И на самом деле это была очень полезная поездка. Хорошо составленная программа организаторами проекта позволила нам не только перенять опыт наших немецких коллег, но и увидеть 3 красивых города. Это Берлин, Лейпциг и Ваймер.